Сына нашему Господу. Добрый день, драгоценная церковь. У нас действительно несравненный Бог, и поэтому, давайте мы еще и, мы пели Ему, славили, давайте мы еще и помолимся, и свои нужды воздадим. Дорогой Небесный Отец, любящий наш Бог, долгий, терпеливый, милостивый, милосердный, истинный, верный, святой, благой, действительно ни с кем и ничем не сравненный. Мы приходим сейчас к Тебе, как церковь, чтобы отдать Тебе всю славу, чтобы Твое имя, оно превозносилось выше всего. Мы святим Твое имя, Господи, и мы благодарим Тебя, склоняем свои сердца пред Тобою, Господи. Спасибо Тебе, что Ты сохранил каждого из нас, и мы можем стоять здесь, как тело Твое, Господи, как церковь Твоя, в единстве Духа. Благодарим Тебя, Господи, за всю ту милость и любовь, которую Ты изливаешь, и за то, что Ты действительно для каждого из нас Твои намерения во благо, Господи, и Ты имеешь это для каждого. Благодарим Тебя и славим, Господи. Спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе 24 часа в сутки к престолу Твоей благодати и милости и слагать свои нужды на Тебя. Ты сам сказал: возложите заботы на Меня. Господи, мы благодарим Тебя и славим за все. И мы, Господи, благодарим Тебя за церковь нашу. Благодарим, Господь, за это здание, которое Ты в свое время, Господь, предусмотрел. Выделились финансы, Господи. Благодарим за тех работников, которые, Господь, делают ремонт. За тех людей, которые благословляют и дают финансы, Господи. Благодарим Тебя и славим за все. Господи, молим только об одном, чтобы Твоя совершенная воля была во всем, что мы делаем. И мы, как церковь целая, и мы, как каждый сын Твой или дочь Твоя, Господи, да будет Твоя совершенная воля. Веди и направляй во имя Иисуса Христа. Благослови, Господи, нас как команду, Господь, как действительно какой-то сплоченный орган во имя Иисуса, Господи, чтобы пришли, Господь, мы к единству во имя Иисуса. Мы также молимся, Господь, за братьев и сестер, которые живут в нашей республике, в Якутии, Господи. Благословляем каждого из них Твоим святым именем Божьим. Благодарим Тебя за каждого из них, что это свет на этой земле, и это соль, Господь, там, где они живут. Благословляем их, Господи, да будем действительно светом. Благодарим Тебя, Господи, за нашего епископа Андрея, за ту мудрость, которую Ты вкладываешь в него, за нашего пастора Алексея, Господи, благодарим особо за верность, Господь. Благодарим Тебя, Господи, за стремление служить и вести народ Твой, Господь, к Тебе. Благодарим и славим, Господь, за все. Пусть во всем будет Твоя рука и Твоя воля. Дорогой Господь, мы так благодарны Тебе, что ранами Твоими 2000 лет назад мы получили исцеление, Господи. И пусть это слово, оно воплотится у тех, кого еще в этом есть нужда, Господи, где еще есть какие-то болезни, немощи, Господи. Да придет воплощение Твоего слова, Господь, да придет во имя Иисуса. И у нас есть особые нужды, дорогая церковь. У нас есть две нужды, я сейчас озвучу, чтобы мы потом в единстве с верой помолились. У нашей драгоценной сестрички Татьяны Максимовны Диакона родился внук. Но он родился это великая слава Господу, что он родился, но он родился на месяц раньше срока, и поэтому ребенок в реанимации. Мы помолимся за него сейчас, выслуги просто с верой жить. И помолимся еще за нашу сестричку Олечку. Вы ее все знаете. Она тоже после операции, и в нее почему-то держится температура. Запретим этому. Давайте мы согласимся, с верой помолимся, чтобы все это стало на свои места. Дорогой Господь, мы поднимаем пред Тобой этого малыша, Господи. Благодарим Тебя за чудо рождения, за то, что он пришел в этот мир, Господи. Благодарим Тебя, что Ты имеешь для него, Господь, будущность и жизнь. И мы высвобождаем жизнь в этого ребенка, Господь. Твою чудесную жизнь. Мы прямо сейчас в духе простираем руки, Господи, к нему и говорим: жизнь во имя Иисуса Христа. Пусть придет в полный шалом каждая клеточка в его теле, Господи. Каждый орган да заработает так, как Ты задумал, чтобы все было восстановлено, то, что недоразвито, сверхъестественно все, Господь, восстановилось. Во славу Твою, Господи, да будет жизнь этого ребенка. Благодарим
благодарим Тебя и молимся за шалом и Твой мир божественный в сердце мамы с ангелами, Танюши, Господь, всех родных и близких, Господи, чтобы этот мир, он распространялся и на ребенка, Господи. И да будет мудрость врачей, мудрость персонала, Господь. То, что они назначают, да будет с мудростью от Тебя во имя Иисуса. Мы благодарим за полное божественное исцеление и за победу, Господь, Иисуса Христа. Благодарим Тебя. И также поднимаем мы Улечку, Господи. Мы благословляем нашу драгоценную сестричку, Господи. Благодарим Тебя за нее. И также, Господь, мы молимся о том, как Ты, Господь, молился. Ты запретил, Господь, температуре, когда была, Господь, температура у тещи Петра. Мы также запрещаем именем Иисуса Христа. Пред именем Иисуса преклоняется всякий диагноз, всякая немощь. И Ты, температура, во имя Иисуса мы запрещаем. Мы провозглашаем, Господь, чтобы иммунитет божественный был, чтобы все бактериофаги, Господь, бактериоциты, Господь, они действовали там, где не должны действовать, и они, Господь, активировались во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, что всякое воспаление, Господь, оно уже, Господь, оно прошло. И все, Господь, восстановилось во славу Твою. Благодарим за полное божественное исцеление. Господи, слава Тебе и хвала за все. И все нужды народа Божьего, Господи, кто и в чем сейчас нуждается, Боже, мы слагаем от Твоих ног, отдаем Тебе, принимая с благодарностью, Господь, Твою благодать на благодать в каждой ситуации. Аминь. Слава Богу! Дети, подростки, у нас добрая традиция, мы благословляем детей на каждом собрании, всей церковью, поэтому вы знаете, что делать, выходите сюда, пожалуйста, перед сценой. И давайте мы, все присутствующие взрослые, мы помолимся и благословим их. Да, можно позвать тех, кто внизу, если это тех, кого нет сегодня, ничего страшного. У нас 1/4, наверное, нет, так как обычно все. Давайте мы благословим. Хорошо? Прострем руки наши к ним. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви, Господь. Всех, кто сейчас здесь присутствует, а также за всех, кто когда-либо был, приходит к нам в церковь, но сейчас его нет по какой-то причине. Господь, мы провозглашаем здоровье в их жизни. Господи, мы провозглашаем верных и хороших друзей в жизни каждого из них, Господи. Мы благословляем их будущих супругов и детей, Господь. Может быть, для кого-то они думают, что еще рано думать, но Ты уже все запланировал, Господь. Ты предназначил им добрые дела, которые они будут исполнять, Господь. Благослови их в этом. Господи, благослови их выбор по жизни, в плане профессии, в плане друзей, Господи. Я провозглашаю, что каждый из них, он будет четко осознавать, что есть добро, что есть зло, что есть Божье. И он никогда не пойдет на компромисс со своей совестью. Будет выбирать правильную сторону. И каждый из них в свое время, кто еще этого не сделал, он выберет Тебя, выберет жизнь. Да будет так. Аминь. Благословляем вас. Хорошо. И, наверное, присаживайтесь уже. Чтобы вас нет, хотя мы пропустили тоже у нас чуть ли уже не традиция, у нас всегда какое-то чудо умножения во время прославления. Но я все-таки смотрю, у нас сегодня есть новые люди. Кто первый раз пришел вообще на церковь? Вот сюда зашел. Давайте мы поаплодируем. Теперь давайте мы возьмем пару минут, чтобы поприветствовать старых друзей и обязательно поприветствовать и новых людей, кто пришел. Чтобы они не чувствовали себя как не в своей тарелке. Мы всем рады. А что вы сидите? Уже можно идти. Как бы это... Я понимаю, удобно, наконец-то сели, вроде бы не жарко. Подойдите к кому-нибудь, скажите что-нибудь хорошее, благословите человека.
прежде чем мы перейдем к слову, мы пройдем дальше. Это десятина и пожертвования. Если вы первый раз в церкви, вообще первый раз, в смысле не только в нашей, вообще когда-либо вы не переступали порог церкви, и вы не понимаете, зачем это делается, пожалуйста, не переживайте. Да? Написано, что доброохотно дающего любит Бог. Ни для кого не секрет, что вся деятельность церкви, она осуществляется за счет кого? За счет тебя и за счет меня. За счет тех денег, которые мы даем. Мы не получаем, нам никто не засылает деньги с Луны, никто не засылает из-за границы, у нас нет государственного финансирования, поэтому все, что мы делаем, в том числе все, что вокруг вас, да, это за твой и за мой счет, за наш счет. И я бы хотел вам сказать, что, вы знаете, у нас ремонт продолжается, хотя, может быть, так сильно не видно, но у нас работали электрики, и меня всегда поражает, почему так дорого, когда делают электрику, но, знаете, видимо, монетизируют свои знания, просто вам, чтобы это... У нас ушло материалов приблизительно где-то, вот на тот момент это нет еще светильников, у нас не куплены розетки, около там 50-60 тысяч. Это просто провода, то есть ушло больше 200 метров каждого провода, это 3 по 1,5 там и 3 на 2,5, то есть, казалось бы, где там, да, как бы... Я понимаю, у нас здесь вроде бы видно, что вот оно идет, потому что так же много уходило. И 110 тысяч стоила работа вот электриков, которые, вот, ну, чтобы вам понимать, как бы, и говорят, еще у нас цены понизились на стройку в городе в этом году по сравнению с прошлым годом. Но тем не менее. Поэтому пусть Господь благословит каждого, кто дает. Сейчас хорошее время. Еще, кстати, знаете, вы заметили, у нас сегодня не было текста сзади? Я вам больше скажу, еще и картинок не будет. Я картинки приготовил для проповеди в какой-то реке, да, там, чтобы иллюстрация была. Но их не будет, поэтому придется включать воображатели, и вы будете представлять то, что я пытаюсь сказать. И мы давным-давно приготовили, мы хотим переехать на новую платформу, чтобы у нас была новая система. И мы уже все давно купили, и уже месяц назад как мы могли все сделать, но все никак не решались. Я так подозреваю, что это просто такой волшебный пендель, чтобы мы наконец-то уже переехали окончательно на новую платформу. Как бы просто наш ноутбук, не знаю, 30 лет работал, ничего с ним не случалось. Что-то произошло. Как бы, да, и он окончательно перестал показывать. Вот, но Господь благ. То есть я надеюсь, что мы сделаем и увидим, потому что, ну, вообще, какой план есть, я верю, что это хороший план. По переезду, и что у нас будет лучше все. Еще, знаете, я когда вот пришел сегодня, и вообще вот эту неделю, вы помните, у нас еще на прошлой собрании, на прошлой неделе у нас было первое воскресенье после молодежного выезда, да? После лагеря, который мы первый раз в истории церкви проводили. И я только сейчас понял, что я только-только отошел вообще от всего. Ну, как бы, там, вздохнул. Это я еще физически там, ну, практически ничего не делал. То есть я не представляю, что там повара как себя это, еще, наверное, неделю будут ходить. Но, знаете, когда я думал про это, я задался таким вопросом, мне все больше и больше такого приходит, что вот в реальной жизни это было невозможно вообще, вот на самом деле. Потому что все прошло без сучка и задоринки, просто на высочайшем уровне. Я не побоюсь этого слова. То есть я много где был, куда-то детей отправлял, знаете, было вообще не стыдно. Вот привезти там детей, не знаю, там, высокопоставленных чиновников, и окунуть их туда, в эту среду. Вот куда ни ткнись, знаете, организация, питание, физическая там какая-то активность, духовная активность, все было просто настолько круто, что я до сих пор понимаю, что это только Бог мог так организовать. При всем при этом, еще раз просто огромное спасибо вот всем, кто принимал непосредственное участие, и всем, кто принимал непосредственное участие, то есть молился, пожертвовал хоть какую-то денежку на это, хоть что-то сделал, приютил тех многочисленных гостей, которые сюда принимали. Всем вам просто огромное спасибо и низкий поклон. И музыкантам, всем, кто приезжал, и я даже не знаю, как еще перечислять. Но вы знаете, за все, слава Богу, как постоянно говорят, это вот только Он мог организовать, но помните, как я такой пример приводил, как после
окончания Второй мировой войны в каком-то европейском городе, который был под оккупацией, ну, вернее, там его союзники, наверное, больше разбомбили. И красивый храм, во дворе у них стояла статуя Христа, который стоял с простертыми руками, и эти руки у него отбило взрывной волной, да. И, то есть Иисус стоял без рук, и община, она собралась, они долго думали, да, как восстанавливать, восстанавливать ли эту статую, или заказать новую, вообще что делать. И, знаете, как пастор там получил откровение и делился с всей церковью, что он молился, и Бог ему сказал, что мои руки – это вы. Потому что Бог – это Дух, Он многое может, но зачастую Он действует таким образом. Он использует плоть и кровь, Он использует физические тела, Он использует тебя и меня для того, чтобы послужить. И на самом деле это привилегия. Знаете, встать под это и послужить, и быть частью этого. Потому что что-то мне подсказывает, если не я, то Бог найдет кого-нибудь еще. Знаете. Потому что Бог, Он великий и всемогущий, но человек, какие бы дарования ни было, да. Еще раз, я не умоляю этим никак, но это просто привилегия, и как здорово быть частью этого. Еще раз, просто я все время задаюсь вопросом, что же делать дальше по поводу молодежного служения. В смысле, первый раз провели, планка настолько высокая, что и что, и как дальше, надо же из славы в славу, да, и уже так много было желающих, которым мы отказали, и даже на этом выяснили. Плюс еще я вам хочу сказать последнее, и я закончу про это. Вы знаете, да, что для детей, для подростков, для молодежи это не стоило абсолютно ничего. Более того, я вам скажу, что как таковой мы ничего не брали из бюджета церкви. То есть все обошлось за счет пожертвований, которые собирали либо здесь, либо кто-то целенаправленно жертвовал, полками нам это собирали, поэтому просто слава Богу за все. Слава Богу за вас, за тех, кто слушает, кто дает, и давайте себе поаплодируем. Вы большие молодцы, просто круто. И на самом деле я тоже горд этим, в хорошем смысле. Хотя гордость это может быть, вы понимаете, за церковь, вообще за вас, вообще не стыдно. Когда люди приехали, вы знаете, мы сначала думали, как там соберется горстка, 10-15 человек, подростков, и как-то люди за свой счет летят с Сахалина, с Екатеринбурга, целая делегация с Неринга выезжает, и как-то думаешь, как там пословица есть, не по синьке рубашка, или как-то, как-то такая движуха поднялась, а у нас тут. Но вы знаете, люди уехали благословленные и вдохновленные также. Знаете, это то, что когда Бог Он действует таким вот образом. Поэтому слава Богу. Аллилуйя. Хорошо, и сегодня, я верю, Господь положил такое слово интересное. И, может быть, некоторые примеры я уже приводил. Поэтому имейте милость ко мне тоже, если вы что-то слышали. Но начнем давайте мы сначала прочитаем книгу, не всю книгу, но главу, часть, 3 глава Бытия. И почти все прочитать тексты там. Потому что на трансляции в YouTube текст, наверное, будет. Итак, 3 глава Бытия, с 1 по 19 стих. Вы знаете всю эту историю. И Бог только что закончил сотворение мира, Он сотворил все, что нас окружает, Он сотворил мужчину и женщину. Они жили в Эдемском саду, и мы читаем дальше, да? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змея обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделала, это проклят ты пред всеми скотами, перед всеми зверьми полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Сказал жене: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Все знают эту историю, да, и вот оно, первородный грех, все вообще, можно сказать, как начало, с чего началось. И, знаете, приходит на ум сразу вот такая вот история, как про маленькую девочку в начальной школе. Она зимой заболела, у нее подхватила грипп, и у нее болит горло, она сидит дома. И мать, чтобы как-то ее тоже отвлечь от всего, спрашивает: ну расскажи, как вообще дела, что вы делали вот в воскресенье, что у вас было в воскресной школе? Чему ты научилась, что ты поняла? И она отвечает: ну, если бы не Адам и Ева, я бы сейчас не болела. И мать такая, думает, как прокомментировать это, в принципе, правильно. И девочка дальше размышляет, через какое-то время говорит: хотя, если подумать, если бы они это яблоко не съели, мы бы сейчас голые сидели. И интересные мысли, да? Еще одна, знаете, такая история, перед тем, как я непосредственно перейду к проповеди, да, это реальная история. Отец, проходя мимо комнаты своего сына, слышит, что тот говорит постоянно: ты сейчас еще получишь, ну ты сейчас еще получишь. Он приоткрывает дверь, смотрит и говорит: что происходит? Смотрит, сын читает книгу. И он ему говорит: начал читать книжку, книжка интересная, но главный герой постоянно попадает в какие-то передряги. И все хуже и хуже для него, и все плохо. Я, говорит, уже не выдержал, взял, открыл последнюю главу, и сначала последнюю главу в книжке прочитал, и понял, что в конечном итоге все будет хорошо, главный герой он побеждает, в общем, наши победили, все нормально. И теперь, когда я, говорит, читаю книгу, и, то есть, вернулся обратно, где он читал, я, говорит, читаю, продолжаю, и когда что-то плохое происходит, и на него нападает, я говорю: ну ты еще получишь, когда там главный злодей на него, потому что он уже знает, чем все закончится. Он уже знает развязку, что все будет хорошо, и когда вот это вот все происходит, когда он читает, и злодей он атакует главного героя, он говорит: ну что, ты свое еще получишь. Да? И вы знаете, к чему я это говорю? Библия, она очень похожа вот на эту вот историю. И она наполнена историями, книгами, да. Когда, если ты не знаешь последнюю главу, чем все закончится,
ты это читаешь, и ты думаешь, какой ужас. Все плохо вообще. Что происходит? Потому что часто звучит так, как будто Божий народ, он постоянно проигрывает. Да? И это как раз касается в том числе и вот этой вот истории, которую мы только что прочитали. Бытие 3 главы, да? Бог создал этот мир. Ему все понравилось, он говорит, весьма хорошо. Он создал человека, венец его творения, да, женщину. И вот они ходят в раю. То есть, да, как Эдемский сад, то есть нет ни нужд никаких, ни проблем, ни забот. Они постоянно в присутствии с Богом. Они могут ходить с Ним и иметь общение с Создателем. Им не нужно работать, не нужно в поте лица добывать пищу. Да, конкретно не говорится о чем. Не знаю, были ли они травоядные, или там, каким образом там они мясо ели ли они. Но факт в том, что не нужно было трудиться для этого, да? Все было хорошо. И жизнь, она беззаботна и чиста, и наполнена смыслом, да? И они с Богом могут говорить каждый день. Но потом на сцену выходит враг. Да? Змей или сатана, дьявол, да? И он все уничтожает. Он рушит все, ну не совсем, да, но рушит все, что Бог он задумал. Вот этот совершенный мир, да? Сад он исчезает, человека выгоняет оттуда, дерево жизни исчезает, и Адам и Ева, они получают духовную смерть, да, они разъединяются с Богом. У них нет больше связи с этим, да. И весь тот мир, который они знали, который был беспроблемный, безболезненный, он исчезает. Все пропало, да. Казалось, сатана он победил. И теперь, да, еще и смерть, страх смерти есть. Там, где раньше была жизнь. Но мы знаем, что это не последняя глава, да. И вот прямо даже здесь уже Бог, он начинает приоткрывать завесу и показывать, что же будет в последней главе, да. Сразу после того, как он вот это все выговорил Адаму, когда он его спросил, где ты, и потом говорит, а не ел ли ты оттуда? И когда тот сознался, да, после того, как он ему все сказал, Еве, он поворачивается к змею и говорит, что, да, что ты проклят, что будешь ползать на чреве, да, и потом говорит, что будет Сын человеческий, да, или то есть человек, который родится от женщины мужского пола, который поразит тебя в голову. Вот здесь, да, вы понимаете, он об этом говорит. И произошло ли это уже? Да? Родился ли ребенок мужского пола, который поразил дьявола в голову? Это уже произошло, да? Иисус – это тот человек, про которого говорилось, да? Он родился от женщины, Сын человеческий, и Он пришел для того, чтобы поразить дьявола. Знаете, как в Евреях написано, послание к Евреям, 2 глава, 14-15 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Сатана был раздавлен, да, он был побежден чем? Иисусом на кресте. И та власть, тот страх смерти, который он держал над всем человечеством, это было убрано, да? Через смерть Иисуса. Мы свободны от страха смерти. И вот это вот и есть та последняя глава, мы знаем, да? Все будет хорошо. Но вот эта вот последняя глава, она настолько важна для Бога, что на самом деле вокруг вот этой вот центральной мысли вообще вся Библия, она построена. Все вьется вокруг именно этого. Вы согласны? Иисус, Он воплощение многих пророчеств, которые были. Иисус, Он тот, кто победил этого змея.
И Иисус, Он тот, кто пришел и освободил нас от греха и от смерти. Спасибо. Кто-то сказал аминь. И последняя глава, да, вот это, где все хорошо, где добро оно побеждает, оно было написано, да, вот именно на кресте. И вот в этой пустой гробнице, когда Он воскрес. Все понимают, что вот вообще Ветхий Завет, он описывает историю еврейского народа, да, там многие книги и так далее. Но весь Ветхий Завет, он все в нем указывает на Христа, все указывает на Иисуса. И в этом суть и цель Ветхого Завета, чтобы показывать на Него. А Новый Завет, он рассказывает собственную историю, вот эту вот великолепную главу, последнюю, которую Бог вот он задумал, вот этот чудесный план. Вы понимаете, о чем я? Я понимаю, что как-то душновато стало, да? Сейчас, извините, я тоже вентилятор попробую включить. Может, как-то это? Потому что на меня лампочки светят, и еще теплее. На что-то произошло, и работает только один почему-то вентилятор. После выезда, хотя там работал два. Аллилуйя. Жизнь налаживается. Кто-нибудь любит читать вообще? Ну или в детстве любил читать? Я понимаю, что сейчас как бы больше, видеоролики, да, и причем длинные тоже как-то не очень смотреть. Как-то все быстро-быстро, говорят, клиповое мышление, да. Но, я не знаю, у нас как бы многие родились еще в другом государстве, кто здесь присутствует, да, и как бы чтение это было поставлено во главу угла. Я в детстве очень любил читать, до сих пор, наверное, люблю. Замечаю только, что все дальше и дальше начинает держать. Но и буквы больше и больше. Слава Богу за то, что книги электронные, теперь шрифт можно увеличивать. Но я всегда любил читать, неважно что, вот вообще, знаете, биографии можно читать, художественную литературу, но обязательное условие, которое, для того, чтобы ты читал, это должна быть интересная история, должен быть интересный сюжет, должен быть какой-то нормальный слог, это должно быть интересно написано. Потому что когда ты начинаешь читать, и тебе неинтересно, и ты понимаешь, что там муть какая-то, да, либо человек, он там, не знаю, поток сознания какой-то у него, если это какая-то публицистика, или это если плохо написанная история, как правило, я долго, знаете, зачем тратить на это время? Ты просто убираешь книжку и берешь что-то, что тебе интересно. И, вы знаете, вот чем мне нравится Библия, это то, что в ней есть хорошая история, она классно написана, и сюжет там такой, я не знаю, как можно за образец брать, да, и чем больше читаешь, бывает, читаешь одно и то же место, и открывается что-то новое. И когда, знаете, полезно отойти на шаг назад, чтобы увидеть общую картину. Но не для всех людей это так. Знаете, многие, они считают, что это просто какое-то собрание различных книг, которые были написаны там. Каждая книга друг от друга отделяют столетия. То есть представьте, часто. Столетия. И люди никак не имели никакого взаимоотношения с собой. Это что? Это просто какие-то былины, сказки, непонятно о чем. Но мы же понимаем, что это не так. И несмотря на то, что записывающие, есть такое слово? Они были разные, их было много, но автор он был один. Написано, что все Писание богодухновенно. И Бог, Он использовал разных людей, и ты, когда смотришь на это, и ты видишь подтверждение, потому что все очень логично выстраивается и идет к чему-то, приходит к завершению и так далее. Вы понимаете? И это удивительно, потому что автор один, это Бог, да? Один автор, и у него есть один сюжет, одна сюжетная линия, которую он ведет через все книги, через описание всех событий. Но эта сюжетная линия, она никогда не прекращается, и она воплощается, да, дальше. И, знаете, то, что мы вот здесь прочитали, вот 3 глава,
вот Бытия. Здесь Бог, Он начинает, Он рассказывает начало всей истории. И потом, многие столетия спустя, Он все это завяжет в один сюжет. Найдет людей, которые это запишут, чтобы мы могли потом это прочитать, могли в это поверить. И Он завяжет это все вокруг 3 вещей. Для того, чтобы это была одна единая история. И 3 вещи, которые Бог Он использовал. Это человек, это сад и это дерево. Да? Я бы хотел вот на это с такой вот стороны, точки зрения посмотреть. И здесь он в 3 главе Бытия о ком рассказывает? Кто этот человек? Это Адам. Да? Адам – это первый человек. Да? Вы помните, что Бог, Он создал его по своему образу и подобию. Непосредственно Бог Он взял, прах, написано, да, пыль, грязь, и Он создал человека. Непосредственно сотворил, так скажем, да, своими руками. И Адам должен был отражать славу Божию. Он был создан по его подобию. Он вдохнул в него жизнь, да, сам. И когда он создавал, он говорит, создадим, да, человека по образу и подобию нашему. Но что произошло? Адам, он согрешил, он отпал вообще, да, он поддался вот этому искушению, он отступил от Бога. И то есть, хотя Бог создал этого человека по своему образу, рукотворно, сотворил его, он не оправдал надежды. И он уничтожил все, что Бог Он задумал вообще, все, что Бог Он запланировал. И многие века позже апостол Павел, он пишет в Римлянам 5 глава, 14 стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над согрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. То есть Адам, вот его грех, то, что он так поступил, это принесло смерть в жизнь людей, да? Но написано, что Адам – это вот образ будущего. О чем здесь говорится? Кто это будет? Знаете, вот Иисус, когда Он пришел для того, чтобы быть всем тем, чем Адам он не смог стать. Вот то, что Бог, Он сотворил человека, как Он его задумал, какой он должен быть, вот идеальный, в понимании Бога, да, как Он его сотворил. И он не оправдал надежды, но Иисус, Он пришел для того, чтобы исправить это все и воплотить это все, да. И первое послание Коринфянам, 15 глава, 45 стих написано. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Это синодальный перевод. Я сейчас то же самое в современном переводе, может быть, будет как бы лучше дойдет. Первый человек Адам стал живым существом. Последний же Адам стал духом, дарующим жизнь. Это то, как Бог задумал человека. Мы должны давать жизнь. Духом, дарующим жизнь. Да? Адам был первый человек, самый первый вот в этой истории Божией. А Иисус, Он тот последний человек, да? В этом смысле. И Иисус, Он пришел, чтобы исправить все то, что натворил Адам. И через Него все, что перешло на нас, то проклятие, та смерть. Вы понимаете, да? И здесь такая, знаете, вот игра слов. Вот Адам вообще, что означает, слово Адам? Означает человек. И Бог, Он начинает эту историю и говорит, что я вам расскажу историю про человека по имени Адам. Но потом в последней главе, да, Бог что пишет? Мы помним, да, что все Писание богодухновенно. И Иисус, когда приходит, Он представляет себя как Сын человеческий. Почему? Вот именно поэтому, что Он человек, что Он Сын человеческий.
от того. Евангелие от Луки, 24 глава, 7 стих. Луки 24:7. Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеком, грешников, и быть распяту и в третий день воскреснуть. Ориентировочно около 30 раз в Новом Завете Иисус, Он обращается к себе как Сын Человеческий. И это не случайно. Вы понимаете, да, что в Библии у Бога случайности не бывает. Он что-то хочет подчеркнуть. Потому что Иисус, Он пришел как Сын Человеческий, как тот человек, да, которого изначально задумывал Бог, для того, чтобы исправить все то, что натворил Адам. Чтобы стать тем человеком совершенным. Вы пока еще следуете за мной? Это хорошо. Знаете, как я прочитал это у кого-то из теологов, такая фраза, что Сын Божий стал Сыном Человеческим для того, чтобы сыновья человеческие могли стать сынами Божьими. Вы понимаете, да, что здесь есть смысл, это не просто набор слов. Да? Иисус, Он пришел для того, чтобы отменить тот грех, который совершил Адам. Он стал как Адам, снизошел, Он стал как человек. Для чего? Для того, чтобы мы стали как Бог. Знаете, как в Иоанна, 1 глава, 12 стих написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть, новый перевод, еще раз, тоже место Писания. «Тем, однако, кто принял Его и поверил в Него, Он дал право стать детьми Божьими». Итак, Бог, Он завязывает всю историю вот вокруг человека. Но Он также завязывает всю историю вокруг сада. Я бы никогда не подумал, когда, знаете, вот если ты просто читаешь одну историю, и почему важно читать все Писание? Неважно, в какой последовательности, но когда ты знаешь, да, что там происходило и так далее, и когда ты можешь и сопоставить что-то, потому что Бог, Он действует и мыслит категориями вечности. И когда ты читаешь, и ты смотришь что-то, и пытаешься понять, что происходит на протяжении, например, твоей жизни, отрезок там в 50, 60, 100 лет, это очень тяжело, да? Но здесь, смотрите, Он говорит также про сад. В 3 главе Бытия, которую мы читали, как этот сад он назывался? Какому? Эдемский сад, да? И Эдем, слово, да, это как наслаждение, да, как удовольствие. Очень красивое место было. Беспроблемное, без то есть, хорошо бы, да, классно было бы пожить. Хоть недельку. Посмотреть, как оно там должно было быть, да? И они ходили там с Богом, только подумайте. То есть Бог там обитал, Он ходил с ними. Но потом Адам и Ева, они согрешили, и они все потеряли. И не только для себя, но и для всего человечества. Для всех потомков, которые были после них. И с этого самого дня, с самого начала, да, теперь для людей слово «Эдемский сад», вот эта фраза, она означает то, что было потеряно, да, вообще вот, безвозвратно. Что-то такое несбыточное какое-то. Но потом пришел Иисус. И Он представляет нам другой сад. И кто понимает? Гефсиманский, да? Гефсиманский сад. И если первый сад, вот Эдемский, он стал символом того, что было потеряно через грех, вот оно все ушло, оно пропало, то второй сад, Гефсиманский, он стал символом того, где Иисус, Он вел борьбу, да, и Он победил и спас нас и наши души. И я не знаю, если кто-то был в Иерусалиме, кто был в Израиле, и вы знаете, что Гефсиманский сад, он находится у подножия Элеонской горы, да, или Масленичная гора. Масленичная — это от слова маслины.
Меня вчера осенило тоже. Почему маслины? Потому что мы масло из них получаем. Потому что есть еще слово оливки, и это то же самое, да? Ну, что оливки, что маслины. Но маслины именно потому, что масло. И Масленичная гора, потому что там у подножья был большой сад, где росли маслины. И вообще Гефсиман, ну давайте вот посмотрим, Луки 22 глава, 39 стих. Здесь написано: «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его». И Елеонская гора, то есть Масленичная гора, там очень красивый вид на Иерусалим открывается. И это с восточной стороны, восточные ворота, и там именно те ворота, через которые Иисус, он должен потом войти в Иерусалим, но Иисус, он куда придет, когда второе пришествие? На Елеонскую гору. И именно там, вот когда ты стоишь сверху, буквально там 50 метров, чуть ниже находится кладбище, где говорят, ну не говорят, так и есть, самая дорогая земля. Говорят наши знаменитости, кто-то подсуетился, я не могу утверждать точно. Например, Иосиф Кобзон, говорят, где-то там, или говорят, Алла Пугачева там думала о том, что ну, Иисус же он туда придет, то есть хочется быть там, когда вот мертвые же они воскреснут, поэтому как бы, ну, чтобы быть поближе. Но более того, вы знаете, потом дальше, когда уже ближе к Иерусалимской стене, там такая как бы долина, и я не помню, когда Иерусалим пал, и его, когда он был под гнетом мусульман, в частности, и вот они тоже как бы читали, я не знаю, что евреи не ждут, что Мессия войдет через эти ворота восточные, и я не помню, как звали правителя тогда, но сейчас эти ворота, они замурованы, вот именно одни единственные. То есть стена, она есть, ее видно, и видно ворота, но они заложены все так же блоками, и ничего нет. И более того, прямо перед этими воротами располагается мусульманское кладбище. Поэтому там кладбище на кладбище, потому что, ну, он не сможет пройти там, где лежат, в общем, неверные люди другой веры, в общем, там какие-то такие у них вещи. Это так, небольшое такое отступление. Вот, но Иисус во время своего служения, в большую часть служения, он ходил вокруг вот района, вот этого моря Галилейское. Вот все, что там окружало, вот эти города, вот вокруг этого озера, он все время был. Но, по меньшей мере, раз в год он всегда приходил в Иерусалим на Пасху. Хотя бы раз в год. Хотя служение ему проходило не в Иерусалиме, но раз в год он приходил на Пасху, и каждый раз, здесь уже вообще без вариантов, когда он приходил в Иерусалим, он обязательно посещал Гефсиманский сад. Он приходил туда молиться, он поднимался на Елеонскую гору, и вообще про Гефсиманский сад не так много говорится вообще, да, он как бы упоминается, что он пришел до той поры, пока Иисуса его, ну, помните, когда его не предали, где вот Иуда как раз в Гефсиманском саду все это было. Матфея 26 глава, 36 стих, пишется: «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». Итак, Гефсиманский сад. Кто знает, что такое, ну, как переводится слово Гефсимания вообще? Это масленичный пресс, или вот оливковый пресс. Вполне возможно, что там, как бы, ну, раз была... Сейчас вообще Гефсиманский сад, это, ну, очень небольшого размера, то, что осталось, как бы, да, но это когда-то была оливковая роща большая там, да. Сейчас вот на том месте, ну, вы понимаете, да, когда я говорю на том месте, как вот у христиан бывает часто заведено, то есть там в Гефсиманском саду находится церковь, которая называется «Храм всех народов». И там, на алтаре, там вот именно тот самый камень, на котором Иисус молился, ну, так говорят, как бы, да, вообще, на самом деле, там была построена когда-то в IV веке православная базилика, вот именно на этом месте. Но 4 век, это 400 лет прошло. И вот они как бы нашли вот этот, утверждали, что это тот самый камень. И сейчас тоже говорят, что, знаете, вот, очень долго говорили, там есть очень древние деревья в Гефсиманском саду, очень старые. И все говорили, что вот это вот дерево, оно видело еще Иисуса. И как бы это, но я не помню, в 2000-х годах провели углеродный анализ,
там 3 дерева, и как бы и поставили даты там 1016 год, ну то есть где-то по 1000 лет деревья. То есть все-таки они не дотягивают, ну по 1000. И оливки, я не знаю, они такие интересные деревья. Вот эти старые, если их, ну, кто-то вообще видел, знаете, у них ствол, он весь разваливается вообще уже, там, как кора такая вот торчит, и там какие-то побеги, вот как новые, то есть у него, знаете, ну, то есть жажда жизни, она у оливкового дерева такая, там, если маленький где-то корешок, из него может еще что-то произрасти, и это то же самое дерево, по идее. И вот здесь вот стволы, они все уже дряхлые, они очень большие, они все развалились, через них смотреть можно, там дыры, и через них проходит ствол, и они до сих пор еще цветут. Но по 1000 лет это все равно достойно уважения. Но, еще раз, это оливковый пресс, да, то есть это то место, где, по всей видимости, выжимали масло, да. И интересная вещь, я никогда об этом не думал, никогда не сравнивал, да, но вот здесь как раз сейчас вам придется включать воображатели, потому что у меня картинки были на это. Я нашел, да, вот как выглядели в то время вот, прессы вот, оливковые, но то есть был такой камень в виде как чаши, да, как бы, ну, диаметр, там, может быть, 1,5–2 метра, и как чаша, то есть имеется в виду, что, ну, как выдумали, да, он приблизительно круглый. Второй камень, здесь стоит ось, идет палка, и еще один камень круглый. Он катается по этой чаше. Вот идет такая палка от него, да, круглый камень. Обычно привязывали ослика. Ну, можно руками, вы видели, да, вот когда. И это на самом деле не пресс, это только для того, чтобы вот туда оливки высыпались, маслины, и вот он идет, и оно все просто раздавливается. Я не знаю, как это правильно назвать. Размельчитель. То есть все косточки, все там это превращается в кашу. И вот он возле ходит, туда оливки высыпаны, все это, получается такая каша, начинает уже там что-то бежать. Потом были такие плетеные корзины, небольшие, сантиметров по 50-60. Все оливки, они складываются туда. Я не знаю, какой материал такой. Знаете, как вот растаманы ходят, такие шапочки, береты бывают, вот вязаные. Вот корзина таким образом, не в смысле вот, как ведро, а вот такая вот, как шапка, как берет вязаная. Такая вот большая корзина, туда все накладывается, складывается 5-6 корзин, одна на другую, вот, с этим жмыхом, все вот это перемолотое. И потом Т-образный такой пресс, то есть под основание ложатся вот эти корзины, но только буква Т, она такая большая. И вот эта палка, которая верхняя, с каждой стороны подвешиваются камни. И суть в чем? Я сейчас, вы поймете, к чему я не просто так болтаю или там эрудиции там пытаюсь блеснуть, я к чему-то веду. Да? Смотрите, сначала собрали этот жмых весь, сложили в корзины, поставили пресс и вешают немного совсем груза, чтобы создать какое-то вот первое давление на вот эти вот корзины. Там тоже такая же чаша, сделаны канавки, и пресс он давит, и выходит под легким давлением вот чистейшее масло, вот первое масло. И сейчас, насколько я понимаю, вот промышленные, сейчас понятно, что это все на промышленной основе поставлено, но когда вы берете бутылку, которая у нас стоит каких-то несуразных денег, да, на ней написано там первый отжим. Или холодный, это вот и есть. Или там еще virgin oil. Ну, на английском, если пишут, то есть virgin это девственный, да, то есть как первый, то есть вот он, бывает холодный отжим, ну, неважно как, первый. Вот самый первый, легкий вот давление, это самое чистейшее масло, и евреи в древности, они его использовали только для служения в храме. То есть только для Бога, вот это вот лучше. После этого, как они собрали вот первое, то есть масло перестало, они берут и довешивают грузиком. Ну, грузики, имеется в виду, там такие камни, тоже с дырками на веревках. С каждой стороны довешивают, создают еще большее давление. Идет второй отжим. То есть давление увеличивается, еще больше масла, и оно уже не такое, как бы чистое, да, там, уже там выдавливается что-то с этого. И это шло на приготовление пищи. Жарко, добавление в салатики, там, не знаю, делали эти салатики, ну, в общем, хлебушек макали в это и ели, как бы, на пищу. После того, как это закончилось, потом уже просто давят по максимуму, то есть максимальный вес, и выжимают вообще все, что можно. И вот это вот как бы уже техническое масло, так скажем, его использовали для освещения. То есть когда мы читаем про лампады, которые горели везде, да, вот это масло именно, ну, вот оно туда заливалось.
Итак, 3 стадии, да, было, 3 отжима. То, что они использовали. Гефсиманский сад, который переводится как пресс, да, масленичный. И к чему я это все говорю? Когда Иисус, Он был в Гефсиманском саду, когда вот Он пришел, помните, когда ученики, они там у Него засыпали, и Он им говорил, Он приходил их, будил, Он говорит, не можете ли вы бодрствовать со мной хотя бы 1 час, да? Сколько раз Он молился? Я уже показывал все, да, чтобы это неправильно. Он молился 3 раза там тоже, да? И вы знаете, я не знаю, кто-то может сказать, что я натягиваю сову на глобус, но, знаете, таких вот совпадений, мне кажется, не бывает. Вот когда ты смотришь, как у Бога вообще все устроено, и Матфея 26 глава 44 стих, это по поводу 3 раз. Когда он подошел в очередной раз к ученикам, да, и потом, и оставив их, отошел опять и помолился в 3-й раз, сказав то же слово. И именно в Гефсиманском, да, саду Иисус, Он попал под этот пресс греха и всего того, что Он представлял, что с ним будет, да. И если в первом саду Адам, он не справился, там в саду все было хорошо, но он не устоял против греха, то во втором саду Иисус вышел победителем. Его там и ангел приходил, укреплял, и что бы там ни это, но весь грех этого мира на нем, да, был, вообще всех людей. И он понимал, что ему предстоит. И если в первом, как вот плод первого плода Адама, он там согрешил, то во втором саду Иисус, Он решил спасти нас. Он решил пройти это до конца. И чтобы понимать, да, что там, какой пресс, чего ты, да, давайте мы прочитаем. Евангелие от Луки, 22 глава, 41-44 стих. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Я думаю, что это здесь недаром написано. То есть на него такое давление было, такой пресс, что у него пот выходил, знаете, как кровь. И он говорил: Господи, да, если только возможно, можно это не я буду. Можно это мимо меня пройдет, но пусть не моя воля, но Твоя будет, если другого выбора нет. Потому что он был Бог, но он был человек полноценный. И вот это вот показано, да, все его борение. И он пришел для того, чтобы, знаете, как Адам, он тогда не справился, хотя не было никакого давления. Здесь Иисус, будучи человеком, он стал тем идеальным человеком, которого задумал Бог, да. И после того, как вот он был под этим вот прессом, он был готов для того, чтобы совершить свое вот это вот высшее служение, для чего он пришел, для смерти на кресте. Аминь. Я вас еще не утомил? Так, немножко? По 10-бальной шкале. Сколько? 4. Потому что я не хочу, как бы, с одной стороны, вроде бы и времени, это может у меня что-то в голове. Что я стал уже скучным. Итак, Бог, Он строит свою историю по поводу человека, сада, то есть, да, параллели проводятся. Первый человек, последний человек, тот сад, Эдемский, Гефсиманский, и последнее это дерево. Да? И Бог говорит Адаму и Еву. Это Бытия 2 глава, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И вот этот грех Адама и его жены в Эдемском саду, он принес вообще грех во весь мир. Да?
Вот это грехопадение, но вот это вот подразумевает. Все понимаете, да? И их грех вот там вот, возле этого дерева, он украл у Адама и Евы их жизнь. Вот ту полноценную, которая была. Но на другом дереве Иисус, Он пришел, да? Чтобы умереть за наш грех. То есть я говорю про крест, да? И крест был сделан из дерева. И в Писании к нему обращаются, да, как древо, да, я не знаю, как синодально пишут. Да? Случайно ли это? Произошло ли это вот шанс 1 на миллион, что Иисус вот пришел именно в то время и жил в то время и совершал свое служение в то время, когда в обществе, в том, где он жил, в том государстве, существовал такой вид казни, приведения, вот, исполнения, да, приговора смертельного подобным образом, что человека должны были повешать, распять вот на дереве. И, знаете, я думаю, что вот в этом вопросе это вот генеральная сюжетная линия всей Библии, всего человечества, и у Бога здесь нет случайностей. В Исаии, всего места Писания, это, знаете, 53 глава, 4-5 стих, написано следующее. «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Вы понимаете, что Иисус, Он взял на себя наше проклятие. Вот то последствие греха, которое должно было быть на нас, Он его взял. Заслужил ли Иисус того, чтобы быть распятым на этом кресте, на этом дереве? Было ли что-то в жизни Его, что Он сделал, что Его должны были наказать, чтобы Он умер такой смертью? Конечно, нет, да? Но Он должен был быть на этом кресте для того, чтобы взять наше проклятие, которое должно, иначе бы оно было на нас. И для того, чтобы донести это вообще до нас, еще подчеркнуть, Бог, знаете, Он потом, после бытия, во второзаконии, когда Он дает закон Моисею, и это второзаконие, 21 глава, там 23 стих, в середине написано: «Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». Даже по закону Моисея, понимаете, он проклят всякий. Он принял наше проклятие, хотя не заслуживал этого. Он не согрешил. Не было никакой причины, почему он должен был быть проклят, да? Но Бог все равно позволил то, чтобы он висел на этом дереве, на этом древе. Интересная мысль, один толкователь Писания, он говорит, что первое дерево, оно было посажено Богом, сотворено Богом, но второе древо, оно было создано человеком. Бог предупредил человека и заповедовал ему, что не ешь плодов от первого дерева, да, ни в коем случае. Но ко второму дереву Бог, Он приглашает людей и говорит, что ешьте плоды, да, вот, примите тот плод, который был вот результатом этого второго дерева. И потому что Адам и Ева, они ели плоды от первого дерева, да, от этого родился грех и смерть. Но если ты вкушаешь плоды второго дерева, то тогда получаешь жизнь и спасение. Посмотрите на сюжетную линию, оцените. Вот если как писательское вообще, как все лихо закручено. Каким чудесным образом Бог, да, Он все это переплел и запланировал и сделал. Это был человек, сад и древо.
который Бог, Он использует для того, чтобы научить нас о нашем спасении. Да? И это был Сын Человеческий, который поразил дьявола, да, вот, в голову. И знаете, это все как бы классно, и все это интересно. И на самом деле это, можно сказать, что такой мини-урок по теологии у нас, да, какой-то курс. Не знаю, уж точно, наверное, какой-то раздел в теологии можно найти, куда это отнести. Но если бы не было одной такой, знаете, вот, детали, или такой вот, то, что придает этому всему вкус, да, это вообще бы ничего не значило. Вот я хочу, чтобы вы подумали только вот об этом. Вот представьте, Адам и Ева, они согрешили. Бог создал их сам. Вот, Творец, Он понимает, что это мой Творец, я бы был бы грязью в прямом смысле, прахом, если бы Он меня не создал, не вдохнул в меня жизнь. И Он сделал мне все, и дал все, и говорит, ходи по саду, наслаждайся жизнью, имел общение, и никаких забот у тебя. Говорит, только вот, пожалуйста, это дерево не трогай. Да? И человек ослушался, и в результате проклята земля, еду нужно добывать, трудясь в поте лица, женщина рожает с болью, и так далее, все, что там написано. И если посмотреть на все на это, они же заслужили. Им же ясно было сказано. Делай, что хочешь, наслаждайся жизнью, радуйся. Вот только не ешь с этого, да. Они ослушались осознанно. Осознанно заслужили. Вы согласны? По заслугам получили потом. Вас предупреждали. Я же тебе сказал, что умрешь. Тебя дьявол там наплел. Да не умрете. Вы знаете, вот ты иногда встречаешь людей на улице. Вот представь, например, ты идешь и ты понимаешь, что человек, я не знаю, может выглядит не очень. Может быть, это кто-то из твоих знакомых, и ты знаешь, что он там определенные поступки в жизни получал, и что-то произошло с ним. Никто так не думал, что неудачники. По заслугам получили, вот, что как бы хотел. А что ты ожидал? Вот какие у тебя действия были, вот кто-то и получил. Знаете, как бы кто что ни говорил, но бывает такое, думаешь, кто на что учился, кто что делал, кто что получил. И хочется просто развернуться и уйти, оставить. Они сами заслужили свое наказание. Если вернуться в Эдемский сад, как вы думаете, Бог разве не знал, что Адам и Ева, они ослушались его и согрешили? Когда он пришел, он спросил, где ты? И, конечно, он знал, да? Он же Бог. Всемогущий, вездесущий, и как бы Адам думал, что он такой продуманный, да? Он тут же сам себя издал, да, говорит, что вот услышал твой голос, и как-то неудобно стало, я же как бы голый. Откуда ты знаешь, что ты голый? Но я к чему это говорю? Знаете, Бог, когда Он пришел, Он имел полное право сказать, что заслужили, неудачники. За что боролись, на то и напоролись, да? Можно было поставить вообще на крест, только-только как бы начало не получилось. Стер их с лица земли, по новой создал. Давай начнем по новой. Но он пришел, да, и он что сказал? Он говорит, где ты? И он знал, да. Но он пришел для того, чтобы найти их, не бросить, не зачеркнуть, знаете, там, неудачный эксперимент. Но исправить это все. Потому что творение Божие это не как поделка детская. Делал, что-то не получилось, скомкал и выбросил, понимаете? Он мыслит категориями вечности. И с тобой то же самое. Когда Он тебя создал, понимаешь, не может быть такого, что не получилось, выбросил там. И начну с кем-то с другим. Это неудачник. Но Он пришел, и Он хочет исправить
Он снизошел для того, чтобы исправить это все. Он мог бы сказать, я оставил, но он не сделал этого. И он не сделал этого тогда, и он не делает этого сейчас. Он до сих пор ищет. И он смотрит. Как написано, что «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да? И что, как еще написано, что Бог Он медлит, да? Чтобы каждый верующий, он получил спасение. Да, пришел к покаянию. Знаете, это суть, естество Божие вообще. Он ищет заблудших, ищет погибших. И в Иисусе Бог, Он пришел для того, чтобы найти нас. Я хочу, чтобы каждый задал себе вопрос. Где ты? Ты понимаешь, что Бог Он тебя ищет? Не лишний раз напомнить себе, даже если Он тебя нашел. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, Господи, можно, да, уже поиграть, пока мы будем молиться, и после этого мы еще прославим Господа. Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за милость и благодать, за все, что Ты делаешь в нашей жизни, за все, что Ты для наших родственников, за все то доброе, что у нас есть, Господь, за надежду, которую Ты даешь, Господь. Дай нам никогда не забывать, что Ты снизошел до нас, что Ты отдал Своего Сына, что Ты ищешь и что Тебе не все равно. Аминь. Я хочу спросить, если у нас есть кто-то в зале, вы ни разу не принимали Христа как своего Господа и Спасителя,